Крымский вечер. Украинская и российская авиация оказывают помощь Турции в тушении лесных пожаров. Сильные пожары возникли на юге этой страны в конце июля на фоне высоких температур и ветреной погоды. Турецкие власти не исключают, что причиной возгорания мог стать поджог. Президент Украины Владимир Зеленский и глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров уже выразили слова поддержки Турции в связи с масштабным бедствием. О каких масштабах стихийного бедствия идет речь в Турции? Есть ли угроза лесных пожаров для Крыма и какой эффект пожары в Турции могут оказать на туристический сезон в Крыму, обсудим в эфире радио Крым Реалии. В студии Елена Римовская. Здравствуйте. Напомню, что мы работаем в прямом эфире каждый день с понедельника по пятницу, утром с 8 до 9, днем с часу до 2 и вечером с 18 до 19:00. В эти промежутки времени звоните к нам в прямой эфир 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, и ваша возможность присоединиться к обсуждению темы в прямом эфире. Также заходите на YouTube-канал Крым Реалии или на Facebook-страницу Крым Реалии. Там есть прямая видеотрансляция нашего эфира и возможность оставлять комментарии под трансляциями. Ну а 044 490 2905 номер телефона для звонков с материковой части Украины. Турция запросила помощь Европейского Союза в тушении сильных лесных пожаров на территории своей. Об этом 1 августа сообщили в Еврокомиссии. Согласно заявлению, Хорватия и Испания уже объявили о направлении в зону бедствия пожарного самолета, входящего в спасательный флот ЕС для борьбы с беспрецедентными и разрушительными пожарами. Пожары в Турции возникли на фоне высоких температур свыше 40 градусов Цельсия и ветреной погоды. Огонь распространился в регионе, где расположены туристические курорты, в частности в провинциях Анталия, Адана, Мерсин, Мугла, которые являются очень популярными направлениями для отдыха украинских туристов. В том числе тут можно отметить, что были заявления уже представителей турецкого правительства о том, что якобы огонь никак не достигает тех территорий, где располагаются туристы, но при этом были сообщения и об эвакуации некоторых из них. Поэтому будем все эти подробности сегодня в нашем эфире выяснять. Что касается пострадавших площадей, то речь о сотнях гектаров леса. Окончательной цифры пока нет, потому что продолжают еще тушить пожары. По последним данным, есть уже такая цифра, что 6 человек погибли в результате этих пожаров. Предварительно говорили о 3, и около 400 человек пострадали. Согласно распространенной в воскресенье сводке Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, пожарные в настоящее время ведут борьбу с 5 очагами лесных пожаров в провинциях Анталия и Мугла. Локализовать, удалось 107 очагов. А на выходных к тушению лесных пожаров в Турции приступили 2 самолета Ан-32П Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. А помощь Турции оказывает также Россия. Тушить леса помогают 3 специальных самолета Б-200 и самолет Ил-76. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган сообщил 31 июля, что большинство пожаров удалось локализовать. Украина, Россия. Количество самолетов, задействованных в тушении пожаров, выросло за счет подкреплений, присланных Украиной, Россией, Азербайджаном и Ираном. Мы переживаем время, когда нам больше всего нужны единство, братство и солидарность. К счастью, большинство пожаров удалось локализовать. 1 августа появилась информация о том, что удалось взять под контроль лесной пожар в городе Бодрум или Бодрум. Мы сейчас уточним даже, как корректно ударение, потому что я знаю, что туристы обычно говорят Бодрум, но орфографический словарь пишет Бодрум. На западе Турции к нам присоединяется в эфир по скайпу Снежана Экин, украинская журналистка, проживающая в городе Бодрум в Турции. Снежана, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, как ситуация в вашем регионе? Есть официальная информация, что взяли под контроль. Вообще, о каких масштабах идет речь? Хотелось бы выходить в эфир по другому приятному поводу, но, к сожалению, приходится выходить по менее приятному. К сожалению, знаем о том, что все у нас началось с Анталии, и то, что зацепило Бодрум, это началось в субботу примерно в обед.
За территорией центра Бодрума, несколько спальных районов, люди начали обнаруживать пожар, дым, и на данный момент центр Бодрума не затронут, то есть все более-менее спокойно, но, к сожалению, прилегающие к Бодруму районы, зеленые районы, заповедники, именно район Мазе, район Ялы-Чехтлика, там продолжают идти возгорания. Очень большое возгорание были вчера, 1 августа. Видно было, что и самолеты, и вся пожарная техника была направлена в эти регионы. Как раз-таки это туристические поселки, и где обычные местные жители ведут свои работы, держат свой бизнес. Очень много людей пострадало там, выселяли оттуда туристов, старались также тушить и через море, вывозили лодками. Вот. К сожалению, состоянием на сегодня уже поступила информация, что 8 человек погибло в Турции, не 6, немного больше. И также уже есть известная информация о том, что Катар поддержал Турцию и также присылает свои самолеты, вертолет для помощи в тушении пожара. По состоянию ситуации на Эгейском побережье и на Бодруме, то туристы продолжают приезжать. Сегодня было зафиксировано за официальной информацией Милас Бодрум Хавалимани аэропорта Бодрума о том, что было сегодня 3 самолета, которые отправили туристов обратно, и 3 новых самолета, которые прилетели. Это состояние на сегодня. На завтра вот есть информация, что 6 самолетов прилетают с туристами с Украины. То есть можем сделать вывод, что туристы продолжают прилетать с Украины в Турцию. Конечно же, есть безопасные районы, где нет воспламенений, где люди продолжают отдыхать, купаться, загорать, приезжать с детьми. Но, конечно, те, кто локально живут здесь, местные жители, диаспора, то ситуация оставляет желать лучшего, потому что все силы направлены на помощь, на поддержку. Очень много создано волонтерских групп в WhatsApp, в Инстаграме, в Телеграме, где люди обмениваются информацией. И, между прочим, именно из этих групп достоверно получаешь больше информации, чем от некоторых СМИ, к сожалению. Первая необходимая информация, а также в количество, где пожары продолжают возникать. Таким образом, они предупреждают людей об опасности. И, конечно же, какие вещи, какая помощь необходима в виде воды, еды, каких-либо масок, перчаток и так далее. То есть ситуация вот такая вот на сегодняшний день. Снежана, о туризме я еще у вас расспрошу. Хотела уточнить вот по поводу последствий. Насколько я правильно понимаю, нельзя говорить о том, что пострадали, грубо говоря, только леса. Есть какие-то, да, мы можем говорить и о том, что пострадало имущество, и насколько масштабны вот эти последствия непосредственно, в частности, для людей, да, эвакуировали ли кого-то из жителей из каких-то регионов? Да, безусловно. Начиная со вчерашнего дня пожары за Бодрумом начинают все больше возгораться и распространяться. Вчера был такой день X, прямо вот для Эгейского побережья, когда конкретно вот за Бодрумом в 30-50 километрах районы начали воспламеняться с большей силой. Людей эвакуировали. Очень многие люди, которые держат там апартаменты, отели, куда приезжают туристы. Пострадал местный малый бизнес у людей. К примеру, даже наши друзья, которые держали ресторан и кэмп в Мазе, остались не только без работы и без бизнеса, но фактически на улице, потому что им некуда вернуться. И, к сожалению, сейчас мы видим в основном это дым и небольшие участки пожаров, вот, но люди, слава богу, продолжают помогать, тушить, приезжают службы, тушат, но нельзя сказать, что официально это как-то закончилось. К сожалению, пожары продолжаются. И что нам ожидать завтра, тоже, к сожалению, неизвестно. Мы думали, что коснется только Анталийское побережье, потому что мы знаем, Эгейское побережье, оно по климатическим условиям другое, здесь ниже градусы жары, но тем не менее, как оказалось, это вовсе не от жары. Что касается причин, была версия даже об умышленных поджогах. По крайней мере, на выходных президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что задержали уже подозреваемого в поджоге. Вот что говорят о причинах, да, вот какая официальная и, возможно, неофициальные версии, потому что, мы здесь начали с того, что очень жарко в Турции, да, и ветреная погода, но насколько здесь причина именно в климате?
В Турции всегда такой климат летом, плюс-минус больше, на плюс-минус градусов больше-меньше. И, к сожалению, нам хочется верить просто в то, что именно климатические условия или аномальная жара, как мы любим выражаться, повлияла на это. Но на самом деле люди, местные жители и некоторые власти, они все-таки уже более склонны к неофициальной, скажем так, причине, а именно тому, что начинают поджигать такие противэко-террористические группы, террористичные угруппования, как мы их называем обычно. Они еще позиционируют себя как дети огня. Было 3 дня назад в Твиттере буквально сообщение от тех самых детей огня. Кто-то думает, что это там, национальность, по национальности они курды, но не будем никого ни в коем случае обвинять, потому что расследования начали вестись и ведутся. Но есть предположение, что это делают специально, умышленно, не просто так. Ведь на самом деле в разгар туристического сезона, когда Турция открыла свои границы, очень много туристов после длительного карантина и пандемии наконец-таки захотели расслабиться на полноценном отдыхе. Это начало возникать, возгорание начало возникать и не в одном, 2, 3 районах. А сейчас это зацепило порядка 120-150 локализированных районов, поселков в Турции. Снежана, вы упомянули о том, что много туристов уезжают, но много и приезжают, то есть можно сделать вывод, что, ну, как минимум, украинских туристов пока не очень спугнули эти пожары, хотя и на украинском, и я посмотрела сегодня на российские медиаресурсы, много уделяют внимания тому, что происходит в Турции. Но прогнозы, о чем говорят? Может ли что-то угрожать действительно вот тем большим отелям, которые находятся, например, на юге или на западе Турции? Предварительно заявлял турецкий министр о том, что места размещения не пострадали, но есть ли такая угроза? Вообще говорят ли уже о каких-то последствиях именно для туристической отрасли? На сегодняшний день эту ситуацию действительно оценили как катастрофу международного масштаба, потому что страдает столько земель, заповедников, но и людей. Но, конечно же, люди и местные власти, слава богу, думают о туристах. Некоторые туристы сами выезжают, некоторых туристов помогают эвакуировать. Что касается отелей конкретно на Эгейском побережье, буквально несколько дней назад горел лес за отелями, за лакшери, как мы привыкли выражаться, отелями «Титаник», «Луиджо», куда и украинский президент приезжает отдыхать, между прочим, с семьей. Там в основном пожары локализировались за территорией отеля, и отели, как правило, не пострадали. Поэтому даже среди моих знакомых друзей, туристов, которые приезжали в те дни в эти отели, они оставались там, они не уезжали. То есть это по желанию туристов. Но знаю также и читаю в группах массово о том, что туристические агентства, туроператоры не возвращают людям деньги, поэтому они вынуждены как бы лететь на отдых в такую зону бедствия. Но, безусловно, есть спокойные места, есть спокойные отели, вот в центре Бодрума в данном случае, куда люди приезжают, отдыхают, и все спокойно. Поняла. Спасибо вам большое. Я вижу, что есть у нас слушатели под YouTube-трансляцией, которые выражают вам слова поддержки, поэтому передаю вам их. Будем надеяться, конечно, что удастся локализовать уже по максимуму, да, и сможет Турция вернуться в привычный ритм. В частности, это касается и, да, туристического сезона. Я напомню, что с нами на прямой скайп-связи была Снежана Якин, украинская журналистка, проживающая в Бодруме. Это Турция, и мы упоминали о том, что в этой части, по крайней мере, по заверению турецких властей, уже удалось взять под контроль лесной пожар, но есть еще проблемные участки. То есть пока еще турецкие власти не могут сказать, что они справились с вот этими масштабными пожарами. Именно масштабные пожары в Турции сегодня тема нашего эфира. Мы будем говорить о том, не только что происходит в самой Турции, но и о том, может ли вот эта ситуация в Турции повлиять на туристический сезон в Крыму. Кроме того, можно отдельно мы остановимся на том, есть ли угроза лесных пожаров в Крыму в этом году, потому что, бывали такие случаи, и дальше мы поговорим еще, что заставляет нас эту тему в эфире поднимать. Я сразу задам вопрос к нашим слушателям. Вот на фоне того, что мы услышали от Снежаны,
Возможно, среди наших слушателей есть те, которые планировали, да, поехать в Турцию в ближайшее время. Изменили ли вы свои планы? И вот, ну, вот можно ли сказать, что вы считаете, что вот то, что происходит в Турции, может нарушить, да, вот привычный отдых? И сделали вы пользу, возможно, выбор в пользу какого-то другого региона, какой-то другой страны, учитывая обстоятельства происшествия в Турции? 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, а 044 490 2905 – номер телефона для звонков с материковой части Украины. Что касается угрозы лесных пожаров в Крыму, решили мы отдельно на этом остановиться, потому что, по данным российского МЧС, высокая пожароопасность сохранится в Крыму еще на несколько дней. Появилось такое сообщение 1 июля. В ведомстве напомнили, что с 30 апреля этого года на полуострове из-за высокой пожарной опасности действует особый противопожарный режим, а также запрет на посещение гражданами лесов и въезда автотранспорта в лесные массивы. Кроме того, в июле власти Крыма еще на 21 день продлили запрет на посещение лесной зоны. Также можно упомянуть о том, что в Севастополе в июле власти объявили 5-й чрезвычайный класс пожарной опасности, в связи с чем посещение лесов туристами временно ограничено. К нам присоединяется в эфир Дмитрий Демчук, активист из Судака, инженер лесного хозяйства и бывший лесничий. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что вы к нам присоединились. Ну, давайте начнем все-таки с того, вот какие у вас впечатления, как у человека, который имеет отношение к такой отрасли лесной, да, хозяйственной. Какие у вас впечатления от того, что вы смотрите, видите по телевизору или в интернете о лесных пожарах в Турции? Вот может ли стать причиной тут погода или нельзя исключать и человеческий фактор? Ну, конечно же, всегда во всех пожарах первое это рассматривается, конечно, человеческий фактор. Природные явления, как таковые, очень редко вызывают именно крупные лесные пожары, так как они в основном происходят во время гроз, как бы. В основном это, конечно, поджоги, обращение с огнем неосторожное. Там выкинутые там сигареты и так далее и тому подобное. Значит, что касается вот Крыма, я хотел бы сказать, значит, ситуация такая с пожарами, что в этом году вы сами видели очень много дождей в Крыму, как и весной, так и зимой было очень снежно, как бы снега было много, весна была такая дождливая, летом, вы видите, сейчас затопило там Ялту, Керчь, Феодосию, многие города, и периодически идут дожди, я думаю, это как спасает немного ситуацию в Крыму касательно пожаров. Еще, конечно же, вступил в этом году в силу этот драконовский закон, где запрещено разжигание открытого огня не только как в лесах на открытых территориях, так и во дворах. То есть пожарить шашлык даже в мангале уже нельзя, штраф будет. Я думаю, это очень сильно повлияло на ситуацию, потому что я периодически выезжаю вечером на дикие пляжи там и вижу, что костров стало на порядок. Они, конечно, есть, одинокие там, кое-где там позволяют себе люди там пожарить в мангале шашлык, но это очень редкий случай, очень малый, как бы. Хотя вот на диких пляжах, вот насчет, что касается вот этих вот штрафов, этих драконовских за вот это разжигание костров, которые повлияли, я думаю, тоже на ситуацию, потому что в Крыму пока тишина, нету пожаров. Вот буквально на прошлых выходных, там день Черноморского флота был, и вот я в Севастополе смотрел сводки, там буквально за день на вот этих пляжах севастопольских диких, я точно там не ориентируюсь по местности, скажу в общем, что где-то около 120 тысяч они осчитались. МЧС, что уже наштрафовало людей за вот эти разжигания костров. Также еще хочу сказать, почему нету пожаров. Сезон такой, вы знаете, вялый, слабый в этом году. Может, повлиял ковид, может быть финансовая ситуация, как бы, и отдыхающие вроде едут, но их не так много, потому что ательеры и хозяева баров, ресторанов, они все жалуются, потому что, говорят, где-то в 5 раз, где-то меньше их поступления по сравнению даже с прошлым годом.
Ну, тут я думаю, что крымские чиновники могли бы с вами поспорить, потому что мы слышали цифру, да, уже сказали, что по состоянию на середину июля якобы около 4 миллионов туристов приехало в Крым. Вы эту цифру ставите под сомнение, я так понимаю? Я СМИ это, знаете, вообще российские читаю с большой осторожностью, поэтому всегда проверяю на именно своем окружении, на вот людях, которым я доверяю, поэтому... Я поняла. По вашим данным, все выглядит иначе. Дмитрий, смотрите, а вот вы сами сказали, что вот этот новый закон, а я так понимаю, что речь о новых требованиях к разведению костров, да, которые в этом году заработали. Да. Смотрите, вот вы говорите, что это закон драконовский, но при этом сами признаете, что меньше разводят огня, и, возможно, это в какой-то степени спасает, да, и от каких-то лесных пожаров в этом году. Почему тогда он драконовский? Ну, я как бы так назвал, потому что, я понимаю, в лес там пойти, вы знаете, да, как бы я, как инженер лесного хозяйства, как работник лесного хозяйства, я бы, конечно, на пожароопасный период за то, чтобы запрещали, потому что, народ у нас такой, очень неосторожно относится и очень часто празднует каждый пожар. Но тут дело в другом. Почему я не могу у себя на даче, в мангале, там, на бетонной, допустим, это не площадки, не пожарить там шашлык. То есть кому я мешаю, кому я мешаю, и я вот этого не понимаю. Я поняла, то есть чересчур ограничения. Смотрите, что касается вот еще ситуации с крымскими лесами, вы упомянули, да, о том, что есть вероятность того, что, человеческий фактор минимизировался в этом году, в частности, на фоне этого закона. Но что касается вот климата, да, мы наблюдаем то, что происходит в Турции. Были сообщения о том, что уже и в Греции горят, да, там леса, не настолько масштабна проблема, но все же, насколько вот климатические условия, что они, скажем так, сулят Крыму, насколько они могут, измениться? Сейчас жарко в Крыму, да, и сегодня, и завтра 33 градуса передают. Были дожди, но уже сейчас таких дождей, ливнев нет. Вот касательно климата, что думаете, как будет дальше складываться ситуация, и готовятся ли уполномоченные ведомства Крыма к тому, что меняется климат и, возможно, угроза возгораний все-таки будет увеличиваться? Знаете, насчет дождей я хочу сказать, линий-то таких нету, но вот я смотрю по нашему Сударскому региону, то есть у нас раз в неделю по-любому проходит такой легкий дождь. Я думаю, очень сильно сбивает вот эту вот пожарную ситуацию, он чуть-чуть нам как бы промачивает подстилку, чуть-чуть листву всю эту, и траву немного тоже смачивает, и оно, как бы, конечно, намного меньше вероятность возгорания. То есть не сравнить с прошлым и позапрошлым годом, сравнить? Да, там была просто вот ужасная жара, она стояла буквально месяц и вообще ни капли. А в этом году, насчет ситуации именно, что касается ведомств. Знаете, в общем, я как бы очень часто сейчас все равно хожу там, бываю в лесах, и вот наблюдаю за той ситуацией и сравниваю то, что было при мне, когда я работал, вот то, что вот сейчас при России происходит в лесах в борьбе с пожарной безопасностью, в борьбе с предотвращением пожаров. То есть сказать, что ситуация в корне изменилась, и вот она там прям технологии задействованы, и там великая держава тут вкладывает деньги. Нет, такого нет, я не вижу. То есть такие же примитивные способы, это минерализованная полоса трактором в 1-2 следа. То есть это шлагбаумы были при деревянной, там, допустим, при Украине зеленым разукрашено, мы их красили по стандарту зеленым, здесь красят, как всегда в России принято, красный цвет. Точно так же перерытые заезды экскаватором, как бы, чисто технология не вижу. Сокращение я вижу, по-моему, количество произошло. Потому что лесников я вижу в лесу как бы меньше. Единственное, это общая ситуация со штрафами, с этим всем, вот нагнетание такой ситуации, что там этот штраф всегда выше на исходе. И народ как-то, конечно, старается не играть с властью с огнем, и поэтому как бы более законопослушный не едет в лес. И я думаю, что еще ситуация экономическая. Вы знаете, сейчас
Ну, очень сильно все подорожало, цены просто, ну, я не знаю, как будто там, откуда они берутся, вообще непонятно. И сейчас, я думаю, не каждый может себе позволить, как раньше, там, поехать купить мясо и там шашлык, и выехать в лес, там что-то пожарить, и как бы, да и как бы, ну, приехать отдохнуть, и чтобы тебе вынесли мозг, и, как говорится, штраф выписали. Ну, зачем портить себе настроение, я думаю, кто понимает, поэтому Поняла. больше сидят дома, и я думаю, ситуация... И поэтому ситуация как бы более-менее выравнивается. Но я думаю, если будет еще такая жара постоит, все равно какие-то эксцессы будут. Потому что, во-первых, идут экскурсии, вот этих на джипах поднимаются. Они тоже очень часто как там участвуют, там то ли дорого, что еще какие-то промазки, тряпки, там еще какие-то из красок этой машины, с глушителя. То есть уже были такие ситуации в Морском, вот несколько лет назад, когда сгорело там, по-моему, около 300 гектар, загорелся сначала экскурсионный УАЗик, там, а потом и лес. А, собственно, Поняла. Спасибо вам большое. Что-то какие-то проблемы у нас со связью, но мы благодарим Дмитрия Демчука за то, что подключился к нам в эфир. Напомню, что с нами на связи был активист из Судака, бывший лесничий, инженер лесного хозяйства Дмитрий Демчук. Мы обсудили с ним, в частности, то, насколько велика доля человеческого фактора обычно в таких возгораниях в лесах, и как обстоят дела с тем, готов ли Крым справляться с лесными пожарами, если будет на протяжении длительного времени такая жаркая погода. Я могу напомнить, что в 2018 году в Ялте, точнее под Ялтой, в ущелье Учкош, был такой большой лесной пожар. Он продолжался 3 дня. И по данным, по итогам, выгорело около 26 гектаров заповедного леса. Ущелье Учкош считается одним из самых длинных в Крыму, около 5 километров. Высота скал достигает 100 метров. Тогда профильные ведомства не исключали, что пожар мог начаться из-за поджога или неосторожного обращения с огнем. А в 2019 году мы обсуждали тему лесных пожаров с завкафедрой лесного отдела Академии биоресурсов и природопользования Крыма Андреем Салтыковым и спрашивали у него тоже по поводу человеческого фактора в таких происшествиях. Есть ли возможность предупредить вред от деятельности человека на примере Крыма? Мы спрашивали, давайте послушаем, что он ответил. Нагрузка антропогенная, рекреационная нагрузка чрезвычайно высока. Учитывая, что леса большей частью приурочены к Крымской горной системе, то предотвратить негативное влияние огня бывает чрезвычайно сложно. Огнем охватываются огромнейшие территории. Можно привести в качестве такого примера, пожар 2007 года, который произошел на территории Ялтинского горно-лесного, и он охватил почти 1000 гектар. Трудно было его каким-то образом локализовать, потому что причина – это дороги, причина – это горы, и очень быстро огонь поднимается по горным ущельям, тушить чрезвычайно сложно. Самая главная проблема – это организация рекреационной нагрузки и очень строгое соблюдение за посещающими леса. Профилактика. Такая работа ведется. Но естественно, что ее недостаточно в связи с тем, что и качество туриста, и количество туриста, и его уровень, общения с природой, он оставляет желать лучшего. То есть не всегда человек себя контролирует, следит за собой. А лес – это очень нежная, штука. Без него невозможно, и в то же время это очень ранимая, экосистема. Очень хрупкая, тем более для таких лесов, как Крым. Это леса, практически расположенные далеко на юге. Это леса, которые страдают от недостатка влаги, и они очень уязвимы, а последствия чрезвычайно катастрофические. Это был комментарий Андрея Салтыкова из Академии биоресурсов природопользования Крыма за 2019 год. Напомню, что в эфире радио Крым Реалии мы отталкиваемся от темы лесных пожаров в Турции. Обсудили мы, в частности, насколько угроза таких пожаров нависает над Крымом, учитывая тот факт, что повышенная пожароопасность на полуострове, по данным российского МЧС. После небольшой паузы продолжим. Крымский вечер. Каждый будний день в 18 часов.
Продолжаем наш эфир. Как пожары в Турции могут сказаться на туристическом сезоне в Крыму? Этот вопрос мы задали Борису Зелинскому, главе крымского отделения Российского союза туриндустрии. Мы пообщались с ним перед эфиром и, в частности, поинтересовались, фиксируют ли в Союзе уже отмену бронирований в Турции массовую, да, и, возможно, выбор в пользу Крыма после отмены бронирования в Турции. Давайте послушаем, что он сказал. Вы знаете, тут все так неоднозначно. Такой тенденции особо нет, потому что все-таки в Крыму есть недостаток комфортных средств размещения, это уровня там 4-5, и то, что есть, очень хорошо забронировано, то есть было. Поэтому, скажем так, даже если какие-то люди хотят поменять путевку, то в большей степени нет такой возможности, потому что все занято. Август месяц, конец июля, август и там до середины сентября практически все занято. Единственное, что можно сказать, да, конечно, в связи с пожарами замедлились бронировки в Турцию. Ну а по поводу аннуляции их там, думаю, что не так много, потому что, с одной стороны, люди выжидательную позицию занимают, и это раз. А во-вторых, все-таки нельзя сказать, что буквально там все побережье в огне с точки зрения, отели расположены в разных частях Турции. Кто-то больше страдает от дыма, кто-то там в удалении находится, кто-то может просить по возможности заменить один отель другим. Но то, что планировки там значительно уменьшились на Турцию, это факт. А всплеска на Крым особо нет, потому что и место размещения Крым особо не может предложить альтернативу турецкую, потому что то, что есть, уже было забронировано и занято. Отдельно мы поинтересовались у Бориса Зелинского, как в целом проходит туристический сезон в Крыму и с какими основными вызовами пришлось столкнуться. В целом для Крыма сезон проходит неплохо. Очень много было путевок продано по раннему бронированию, и многие отели практически находятся на стопе. Основными вызовами, это было прежде всего, конечно, там наводнение в Большой Ялте, потому что в связи с этим у туристов был ряд проблем. Они испытывали, там были пляжи закрыты, где-то местами отключали воду, электроэнергию, хотя это носило локальный характер. И решилась эта проблема в течение буквально пару дней. Самое главное, это была проблема закрытия пляжей в части южного берега Крыма. Но это был главный вызов. Потом второй вызов, мы думали, что это будет серьезной проблемой, но это недостаток водоснабжения Крыма. Но с учетом того, что у нас прошли в июнь был очень дождливый, начало июля, очень много выпало осадков, поэтому водохранилища все полные, и в этом плане угроза прошла мимо Крыма. То есть водная безопасность у нас сейчас есть. Отдельный вызов, по словам Бориса Зелинского, это ряд ковидных ограничений. Мы спрашивали, у специалистов туротрасли, есть ли такая вероятность, что крымские власти пойдут на новые ограничения, учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации в Крыму. Предполагает Борис Зелинский, что вряд ли, не так много осталось этого высокого курортного сезона. С сентября уже количество туристов пойдет на спад, поэтому, по мнению Бориса Зелинского, тут каких-то новых ограничений не будет. Можно напомнить, что 21 июля российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что могут ограничить въезд на полуостров для российских туристов, если ухудшится ситуация с коронавирусом. Но об этом нужно говорить отдельно. Я могу только сказать, что о ситуации с коронавирусом в Крыму и о том, как ухудшение эпидемиологической обстановки может повлиять на турсезон, вы можете почитать на сайте Крымреалии. У нас есть большой материал под названием «Как коронавирус наступает на Крым». В целом о ситуации с коронавирусом на полуострове 3 августа в утреннем эфире будет говорить мой коллега Сергей Макрушин. Подключайтесь в 8 часов утра. Я напомню, что Украина, мягко говоря, не поощряет туризм в Крыму под контролем России. После 2014 года Украина не советует туристам ехать на полуостров. Кроме того, стоит напомнить то, о чем мы напоминаем каждый раз, когда говорим или затрагиваем тему туризма, что въезд в Крым возможен по украинскому законодательству только через установленные Украиной пункты пропуска. Это значит, что те российские туристы, которые въезжают в Крым, например, по мосту через Керченский пролив или прилетают на самолете в аэропорт Симферополь, нарушают украинское законодательство. После небольшой паузы продолжим.
продолжаем наш эфир. Много ваших комментариев. Обязательно постараюсь их в нашем эфире процитировать. Но прежде к нам в эфир присоединяется Александр Лиев, руководитель Ассоциации индустрии гостеприимства Украины, бывший министр курортов и туризма Автономной Республики Крым. Александр Сергеевич, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем с того, с чего мы начали программу. Как вы, как эксперт в туротрасли, оцениваете ущерб для отрасли от вот этих масштабных лесных пожаров в Турции? Можно ли сказать, что Турция переживает какое-то небывалое бедствие? Да, это небывалое бедствие, большая трагедия. Мы очень сочувствуем нашим соседям. И Украина, как известно, отправила туда свои самолеты на тушение пожаров. Конечно, это огромная трагедия, очень жалко. Турция законодатель моды в развлекательном таком курортном сегменте, в релакс-туризме. И очень много объектов пострадало. Причем та часть побережья Турции, вот Мармарис, это прям, она славится своими именно лесами, природой. Конечно, ущерб сумасшедший просто. Очень жаль. Мы в нашем эфире вот сегодня задали такой вопрос уже одному из экспертов. Может ли Крым под контролем России в какой-то степени выиграть, да, вот так цинично назовем это, от того, что происходит в Турции? Как вы считаете, могут ли какая-то часть российских туристов отказаться от отдыха в Турции и приехать в Крым? Ну, конечно, в таком контексте я ни в коем случае не готов комментировать, что от трагедии кто-то там может выиграть. Это единственная трагедия, которой бы я радовался, если Путин застрелился бы. А так, большая трагедия. Там есть и жертвы и так далее. Ну, как можно выиграть от этой трагедии, непонятно. Что касается туристических потоков, то, по моему мнению, они не пересекаются. Крым и Турция – это совершенно разные потоки. Крым довоенный, до оккупации – это здравница, которую мы старались сделать круглогодичной за счет санаторно-курортного оздоровления, чего нет в Турции. В Турции это отдых all-inclusive, котлета, водка, все включено. Вот таким форматом Турция приманивала туристов. В этом формате Крым не работал никогда и не конкурентно способен, хотя бы потому, что Турция это 6-7 месяцев в году пляжный отдых, а Крым это 3 месяца в году пляжный отдых. То есть поэтому Крым это курорт, это здравница в довоенное время, а Турция это совершенно другой вид и формат отдыха. Сейчас же во время оккупации Крым как курорт просто не конкурентно способен ни как здравница, ни как релакс-отдых, потому что это территория серая, территория, на которой не действуют мировые правила, где не действует банковская система, страховая система. То есть это вот прям серая зона. Поэтому говорить о какой-то конкурентоспособности можно лишь только в сравнении с Приднестровьем или с Абхазией, Осетией, частью Осетии, которая оккупирована Российской Федерацией. Вот там, конечно, возможно, на фоне этих регионов, которые я назвал, Крым остается конкурентоспособнее, потому что это действительно жемчужина всего мира, которую сейчас используют под военную базу. Вот, с Турцией я бы это никак параллели бы не проводил. Но когда Турция была для российских туристов закрыта, то цены в Крыму несколько подскочили и говорили, что в частности это связано с тем, что Турция закрыта, и якобы вот тот турист, который выбирал Турцию, он как альтернатива поедет в Крым. Это совсем не так. Если бы цены подскочили, вообще-то никак не связано. Если бы действительно больше туристов поехало в Крым, то цены бы опустились, а не подскочили. А цены подскочили из-за того, что себестоимость подскочила. А себестоимость подскочила вообще здесь не из-за Турции, а из-за того, что находится в серой зоне территория. Себестоимость подскочила из-за того, что доставлять продукты тяжело. Из-за того, что территория находится в сложной ситуации с водой, в сложной экономической ситуации. Бюджет города Симферополя сегодня в 5 раз меньше, чем бюджет города Чернигова. Чернигов, который всегда отставал от Симферополя по бюджету, сегодня
Посмотрите, зайдите в открытых источниках, радиослушатели эти ваши могут сделать сейчас. Есть опубликованные бюджеты города Симферополя и Чернигова. Ну, поэтому и цены подскакивают, потому что ситуация очень сложная в регионе. Оккупационная власть решает свои вопросы, а их вопросы это вовсе не туризм, их вопросы, чтобы военные базы были всем обеспечены. Вот они всем и обеспечены. Поняла, спасибо вам. Это был Александр Лиев, руководитель Ассоциации индустрии гостеприимства Украины, бывший министр курортов и туризма Автономной Республики Крым. Я напомню, что в эфире радио Крым Реалии мы сегодня вообще отталкивались от ситуации в Турции, где бушуют, можно сказать так, лесные пожары на протяжении последней недели. Действительно, речь идет о таком масштабном бедствии. Мы начали наш эфир с того, что расспросили непосредственно у человека, который живет в одном из пострадавших регионов, как все это выглядит в реальности, да, и затронули на фоне вот этих новостей два аспекта. Первый аспект — это то, могут ли российские туристы отказаться от отдыха в Турции и выбрать аннексированный Крым. И второй аспект — это то, стоит ли Крыму ожидать в этом году лесных пожаров, потому что, мы знаем, что климат меняется глобально, и насколько Крым в условиях под контролем России готов к таким вызовам. Перед тем, как подведу некоторые итоги, я озвучу несколько ваших комментариев. Пишут, вот что пишет наша слушательница, я так понимаю. Как будто люди не поедут в Турцию из-за пожаров, а поедут отдыхать на крымскую военную базу. Вот такое мнение у нас есть. Пишет, я спрашивала, вообще рассматривают ли как альтернативу отказ от отдыха в Турции те, кто планировал, возможно, в ближайшие несколько недель. Є слушательниця, которая пишет, ми вирішили цього року сидіти вдома скрізь небезпечно тепер. Есть такой комментарий, при таком пекле более актуально отдых в местах, где попрохладней. Пишет наш слушатель, в Крыму у нас полный аншлаг с туристами, весь Крым сплошная пробка. И также есть комментарий, обращает внимание один из наших слушателей на то, что с 9 августа Россия возобновляет рейсы на египетские курорты, и считает наш слушатель или слушательница, простите, если я перепутала, что это может повлиять на туристический сезон в аннексированном Крыму. Опять-таки напомню, что мы в нашем эфире не поощряем туризм в Крыму по той простой причине, что Крым — это территория, которая находится под контролем России незаконно. И я могу только в который раз напомнить в нашем эфире, что согласно украинскому законодательству въезд в Крым разрешен только через установленные Украиной пункты пропуска на админгранице в Херсонской области, и те российские туристы, которые приезжают в Крым после 2014 года и делают это в обход этих пунктов пропуска, по факту нарушают украинское законодательство, у них могут возникнуть проблемы при въезде на материковую часть Украины, поэтому обращаю ваше на это внимание. Что касается лесных пожаров, то мы расспросили у инженера лесного хозяйства, вообще какую роль играет человеческий фактор обычно в каких-то масштабных лесных пожарах. В частности, в Крыму мы вспоминали о ситуации, о большом лесном пожаре под Ялтой летом 2018 года, тогда профильные ведомства не исключали, что причиной, мог стать поджог, и нам Дмитрий Демчук сказал, что никогда не исключает человеческий фактор, даже можно сказать, что с него и начинают расследование подобных инцидентов. Тем не менее, это целый комплекс проблем, и на климат и на какие-то особенности тоже обратил внимание. Тем не менее, сказал, что погода в этом году летом в Крыму пока способствует тому, чтобы ситуация оставалась безопасной. И что касается туристической отрасли, то, в частности, и крымский эксперт туротрасли признал, что вряд ли те российские туристы, которые планировали отдыхать в Турции, поедут в Крым по целому ряду причин. Александр Лиев настаивает на том, что не будут выбирать Крым после того, как узнали новости о том, что происходит в Турции. Напоминаю, что утром 3 августа мой коллега Сергей Макрушин будет говорить о том,
что из себя представляют новые карантинные ограничения в Крыму и помогут ли они, да, на фоне эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом на полуострове. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.